Крымская Тартария, иначе называемая Херсонес Таврический, расположена к югу и западу от Черного моря, к северо-востоку от Меотийского озера, к северу от пустынных областей вдоль реки Днепр. Народ в стране крымских татар грубый, но не лишенный добрых нравов. Земля и виноградники там обрабатываются христианами, евреями и привезенными рабами, потому что они считают эту работу недостойной. Их язык очень похож на турецкий и отличается от него так, как различаются верхний и нижний немецкий. Они справедливы и держат слово, особенно между собой, очень правдивы и редко дают фальшивые показания. Кормят своих рабов так же, как питаются сами. Рабов, которых держат в стране, используют и для обработки земли, и как пастухов овец. Они не любят долго жить на одном месте, и у них есть проклятие, которое они в гневе посылают друг другу. «Живи как христиане и нюхай свои нечистоты». И хотя у них есть города, построенные в древние времена христианами, все же они предпочитают находиться в полях и любят кочевать. Крымско-татарский король или хан называет себя в титулах ханом нагайцев, черкасов, королем Малибасе и Великой Тартарии. Эти татары едят мало хлеба и много мяса. Самый приятный напиток – лошадиное молоко, которое они приготавливают таким образом, что от него пьянеют. Во время праздника они пьют, сидя кругом, и едят, сидя кругом на земле, на кожаном ковре. И хотя у них много молока, они делают плохой сыр. Но они очень гостеприимны. Того, кто совершает убийство или дает ложные показания, сажают на кол. Того, кто совершает крупную кражу, вешают. При гражданских спорах или разногласиях все дела судья слушает при свидетелях. Приговор исполняется немедленно и без апелляций. Из древней истории нам известно, что они являются второй родовой ветвью заволжских татар, которых прежде называли уланы в честь завоевателя Таврического острова. После Улана в Таврике царствовал царь Тохтамыш, который вместе с князем литовским Витовтом воевал против своего брата Тимур-Кутлук, императора заволжских татар, и был им побежден. Союзниками великого владыки являются перекопские татары, которые населяют Херсонес Таврический, именуемый от них Крымом, с главным городом Феодосий, ныне Каффа, и татары-нагайцы, живущие между реками Волга и Танейс. Когда царь Хаджи Герай перестал чувствовать себя в безопасности в городах, которые стояли вдоль реки Танейс, он перенес свой престол в Крым, где построил замок Перекоп, от которого татары получили имя Перекопские. Царство Великого Нагая совершенно равнинное и неукротимое. Оно не имеет городов или постоянных мест проживания, хотя в прежние времена их было несколько. Самый известный среди них – Царев город, иногда именуемый Царевы палаты, который был столичным городом. Я в нем насчитал 80 больших зданий, мечети, дворцы, караван-сараи, из которых некоторые стоят в 6 милях друг от друга. Московиты имеют разные мнения относительно причины его разрушения. Некоторые считают, что его разрушили казаки, но те, хотя и любят хвалиться своими военными делами, говорят, что этого не знают. Московиты время от времени вывозили кирпичи и высеченные камни из разрушенных городов, из которых они построили большую часть Астрахани и других соседних городов и крепостей. Но кроме этого сарая, так татары называют этот город, там в древние времена было еще 6 других, вдоль реки вниз по течению, и в каждом из них жил один хан. Но с течением времени и во время войн они были полностью разрушены. Страна по левую сторону Волги, от Камы до Астрахани и далее вдоль северного и северо-восточного берега Каспийского моря до земли татар, называемых тюркманами, носит имя Мангат и Нагай. Жители исповедуют закон Магомета. Почти все они были истреблены в 1558 году,
во время пребывания в Астрахани английского посла Энтони Дженкинсона. Война, сопровождающаяся голодом и чумой, стала причиной гибели свыше 100 тысяч человек из этого народа. Таких смертей никогда не видели в этих землях. Страна нагайцев изобиловала пастбищами, но жителей в ней не осталось. И это было к великому восторгу русских, которые вели долгие и жестокие войны с нагайцами. Сейчас на востоке от Великой Нагаи находится казахская Орда. Границей им служит Яик. Эти казахские татары ездят по всей стране так же, как и нагайцы. Они часто воюют с калмаками и юргичанами, но редко с нагайцами и караганцами. Лоуренс Эчерд в 1691 году опубликовал полную географию. В составе российского государства находятся татарские царства Казань, Булгар и Астрахань с одноименными столичными городами. На карте Винченцо Мария Коронелли 1704 года издания Булгария помещена как независящее от Казани царство. Здравствуйте, друзья, и все те, кто интересуется историей. Краткие известия Николаса Вицина о тюркских народах основаны на 40-летней систематизации российских, персидских, китайских, узбекских и европейских источников. В его книге собраны сведения десятков путешественников 17 века, которые лично побывали в городе Булгар и Булгарском царстве. Екатерина II писала Вольтеру: «Ниже города Казани остатки древнего Булгара, города, построенного Тамерланом для своего внука. Нашла я там 7 или 8 каменных домов и столько же минаретов, весьма прочно построенных». Остатки Булгара, разрушенного Петром I, были разобраны для строительства зданий в Казани. Аналогичная ситуация постигла и нагайские города на Волге, которые были полностью разобраны для строительства зданий в Астрахани, а оседлый нагайский народ был превращен в кочевников. Однако неприспособленность к кочевой жизни, чума, холера и война с русским царством привели к почти полному исчезновению нагайцев. Все приведенные в этом видеоролике материалы являются достоверными. Если вы считаете, что любой из материалов является фальсификацией и вы способны это доказать, вы получите $1000. Успехов!